Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». Меня зовут Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях ученик лингвистической школы имени Юнуса Дишириева Ахмад Капланов и обучающийся во второй Грозненской гимназии Хамзат Саламов. Маршуэлщи. Вы на пороге выпуска, оканчиваете школу. Расскажите, пожалуйста, вы уже определились, куда хотите поступить? В будущем я планирую стать программистом, так как люблю языки программирования и, соответственно, компьютеры. Я на данном этапе увлекаюсь изучением иностранных языков, английский, арабский и историей. Планирую поступать на направление, которое включает в себя все эти три науки, что-то вроде лингвистики или международных отношений. Хамзат, я еще отмечу, что ты победитель республиканского этапа Олимпиады. Расскажи немножко про свой опыт. Задания там были разные на знание орфографии, пунктуации. И последнее это было эссе. Выиграли я, потому что меня готовил мой педагог и наставник Аза Ахметовна. Отлично. Если вы готовы, давайте мы перейдем к игре. У нас 10 вопросов. Вопросы из чеченской литературы. У вас есть 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Думаю, можно выбрать 50 на 50 и право на ошибку. Да, право на ошибку. И наш первый вопрос звучит так. Как называется первая повесть, вышедшая на чеченском языке? «В маленьком селе» Нурдина Музаева, «Голод» Саида Бадуева, «Меч Тимура» Шейхи Арсанукаева, «Всполохи» Зияудина Абдулаева. Думаю, это должно быть произведение, написанное в начале 20 века или в конце 19-го. Среди писателей этого времени есть Саид Бадуев, и уже ближе к середине Шейхи Арсанукаев, но думаю, варианты А и Д точно не подходят. Я склоняюсь больше к варианту Б, «Голод» Саида Бадуева. Хамзат, ты что думаешь? Я тоже согласен, так как Саид Бадуев – это основоположник чеченской литературы. И первая повесть, думаю, будет «Голод». Ответ Б. Первой крупной работой Саида Бадуева стала повесть «Голод». Она первой на чеченском языке в нашей литературе и была в 1925 году опубликована в газете «Серву». Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Кто возглавил делегацию чечено-ингушских писателей на Первом всесоюзном съезде советских писателей и выступил от их имени? Ахмад Нажаев, Муса Арсанукаев, Шамсудин Айсханов, Халим Бурчаев. Я думаю, здесь подходят варианты либо А, либо С, потому что Нажаев Ахмад и Шамсудин Айсханов, вот эти события относятся к временам их жизни. Я думаю, варианты Б и Д точно лишние. Но я тоже согласен с ответом Ахмада. Думаю, что подходит С, Шамсудин Айсханов. Ответ С. Возглавлял делегацию чечено-ингушских писателей, принимавших участие в работе Первого всесоюзного съезда советских писателей, Шамсудин Айсханов. На съезде, который проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года, он выступил с большой речью, в которой, в частности, подчеркивал, что главная задача чечено-ингушской художественной литературы заключается в правдивом и художественном показе героической борьбы рабочих и трудящихся в чечено-ингушской области. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Кто, будучи страстным любителем птиц, написал книгу «Мир птиц. Мой мир»? Хас Магомед Эдилов, Саид Магомед Гилагаев, Магомед Мамакаев, Шейхи Арсанукаев. Я больше склоняюсь к ответу С, Магомед Мамакаев. Почему-то мне кажется, что это именно правильный ответ. Хамзат, ты что думаешь? Почему бы не воспользоваться подсказкой, если вы не знаете точно, а всего лишь склоняетесь? Право на ошибку. Да. Право на ошибку. Да. И ваш ответ? С?
Да, Магомед. Ответ С. Писатель, поэт, публицист Саид Магомед Гилагаев, будучи страстным любителем птиц, держал их дома. Это натолкнуло его на мысли написать книгу «Мир птиц. Мой мир». Это немного неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. Уже за этой книгой последовала другая книга о природе, мир животных и растений. За популяризацию знаний о природе он был принят в Международный клуб орнитологов. И великая заслуга поэта и орнитолога в том, что он возвращает названия десятков имеющих постоянную прописку в Чеченской Республике пернатых из фактического небытия. Поэт представляет человеком не просто знающим и любящим мир, который он назвал своим. Стихи и песни, посвященные птицам, органично вписываются в композицию, да и в идейное содержание его книги. Четвертый вопрос. Чьи стихотворения вошли в мировую литературу и переведены на десятки языков народов мира? Раисы Ахматовой, Марьям Исаевой, Зайнаб Сулеймановой, Баны Гайтукаевой. Я думаю, что вариант будет А, потому что так как Раиса Ахматова достаточно знаменитый писатель. Я тоже думаю, что это вариант А. Варианты С и Д мне известно мало. Насчет Раисы Ахматовой я слышал достаточно. Ответ А. Стихи Раисы Ахматовой переводились на английский, французский, испанский, венгерский, хинди и десятки других языков мира. Полные сборники ее сочинений издавались в Англии, Франции, Индии. Ее поэзия публиковалась в литературной периодике России, Украины, Беларуси, стран Прибалтики и Европы. Ряд ее произведений вошел в библиотеку мировой литературы. Абсолютно верный ответ. И пятый вопрос звучит так. «Проделав долгий и трудный путь, пришли мы сегодня в жилище твое, чтобы отомстить тебе. Мы стояли у вашего окна, слушая ваш разговор. Ваши добрые слова о нас растопили наши сердца, разбудили наши мысли. Посоветовавшись, мы решили простить вас». Из какой повести данные строки? Бешто Саида Бадуева, «В родной аул» Арбима Макаева, «Падение Болоткалы» Умара Гайсултанова, «Родной аул» Моллы Ясаева. Если я не ошибаюсь, это произведение про родной аул. Но тут подходят варианты Б и Д. Больше я склоняюсь к варианту Д, родной аул Моллы Исаева. Ну, я тоже думаю, что это будет вариант Д. Как бы сказать, из читательского опыта чуть-чуть помню эти строки. Эти строки с повести «Родной аул» Моллы Исаева. Свои первые литературные попытки он делал еще до выселения чеченского народа, но уверенно в литературу пришел только когда вернулся домой уже. Художественный язык произведения Моллы Исаева легок и понятен, богат поговорками и пословицами, и писатель раскрывает внутренний мир своих героев посредством описания непростых жизненных ситуаций, через которые они проходят. Это абсолютно верный ответ. И следующий вопрос. Кого называли чеченским Далем? Юнуса Дешириева, Каты Чакаева, Ибрагима Алироева, Ахмата Мациева. Среди этих четырех вариантов Юнус Дешириев мне хорошо известен, лингвист. Но также есть вариант Ахмат Мациев, и я не уверен над ответом. Но варианты Б и Д, Б и С мне кажутся неверными. Тут априори только один верный. Я тоже думаю, что Б и С как бы не подходит. О Юнусе Ахмате я слышал, но не уверен, как сказать. На подсказку? Да, 50 на 50. Так, и подсказка 50 на 50. Выберите два неверных варианта ответов. И у вас остается Б и Д. Ну, тогда получается, это Ахмат Мациев. Да, Ахмат Мациев. В поисках материала по чеченской лексике Ахмат Мациев обошел почти всю республику, собирая чеченские пословицы и поговорки, крылатые выражения. Ученый написал более 55 научных трудов, общий объем которых составляет 250 авторских печатных листов. Он является автором и соавтором 8 двуязычных и триязычных переводов орфографических и терминологических словарей. Один из основоположников нашей письменности, его и называли чеченским Далем. Абсолютно верный ответ. И седьмой вопрос.
Кто написал стихотворение «Люди гор», на которое народный артист СССР Иосиф Кобзон исполнил песню? Абузар Айдамиров, Магомед Мамакаев, Хасмагомед Эдилов, Магомед Салах Гадаев. Абузар Айдамиров мне известен как писатель рассказов, романов. А Магомед Мамакаев, если я не ошибаюсь, был одним из тех, кто первый писал стихотворение в чеченской литературе. Насчет С и Д я что-то сомневаюсь, но думаю, это вариант Б. Вариант Б. Хамзат, ты что думаешь? Я согласен с мнением Амуда, но думаю, будет Б. Магомед Ответ Б. Мамакаев. Иосиф Кобзон исполнил песню «Люди гор» на стихотворение Магомеда Мамакаева. Абсолютно верный ответ. Композитором выступил Владимир Евзеров. Помогал ему в исполнении ансамбля танца «Зия». И 8-й вопрос. Он ворвался в чеченскую литературу стремительно, неудержимо и напористо, как горный поток, разбуженный весенней хрущевской оттепелью, и сразу же завоевал всеобщую любовь. О ком писал Адис Кусаев эти строки? Магомед Дикаев, Мусбек Кибиев, Магомед Сулаев, Ибрагимбек Саракаев. Я думаю, что Д точно не подходит. Получается, если речь идет про хрущевскую оттепель, то это писатель середины 20 века. Мне тоже кажется, что Д не подходит. Скорее всего, это вариант либо А, либо С. Я больше склоняюсь к варианту А. Магомед Дикаев почему-то. Я согласен с Хамзатом. Ответ А. Да. Это окончательный ответ. Да. И сразу же завоевал всеобщую любовь, потому что его поэзия говорила с читателем голосом звонким и чистым, как родник, нежным и пленительным, как луговой цветок, страстным и искренним, как слово мудреца, окрыленным и жизнерадостным, как сама юность. А говорил Адис Кусаев о Магомеде Дикаеве. Абсолютно верный ответ. И 9-й вопрос. Единственный прижизненный сборник стихотворений партизанские песни какого поэта был опубликован в 1937 году? Халида Ашаева, Шимы Акуева, Арби Мамакаева, Абди Дудаева. Идеи есть насчет Абди Дудаева и Арби Мамакаева. Но точно неверный вариант А и Б. Я тоже согласен, но больше думаю, что это будет вариант С. Арби Мамакаев. Арби Мамакаев. Как думаешь? То же самое. Ответ С. Да. Окончательный? Да. Арби Мамакаев, чеченский поэт и писатель, один из основоположников чеченской литературы. В 1937 году в Грозном был издан его единственный прижизненный сборник стихов поэта, который назывался «Партизанские песни». Абсолютно верный ответ. И 10-й вопрос. Как вы думаете, про кого он будет? Или про что? Думаю, он будет про какое-нибудь произведение. По вдохновению, сколько часов в сутки мог писать Абузар Айдамиров? 9-10 часов, 13-15, 15-18, 18-20 часов. Думаю, вариант Д 18-20 часов это что-то невероятное. А вариант Б и С, по-моему, вполне реальный. А вариант А, мне кажется, он больше писал. Я склоняюсь к С. С. Да. 15-18. Да. Хамзат, ты что думаешь? Я тоже думаю, что будет это вариант С, так как 9-10 слишком мало для такого писателя. Вариант Д это слишком много работы. А вариант С это как бы не больше, не меньше. Но 15-18 это достаточно вообще-то. Это много на самом деле, 15-18 часов. Для такого писателя это, как бы нормальное время. Думаю, что это будет С. В своем интервью журналисту Сайдхасану Кацаеву на вопрос, сколько часов в сутки вы работаете и работаете ли вы каждый день, Абузар ответил, цитирую,
В любое время можно приступить к работе, требующей физических усилий. Но писать художественные произведения по графику или расписанию невозможно. Здесь нужны мысли, вдохновение. Иногда я пишу ежедневно по 15-18 часов. До поздней ночи, целыми месяцами. Однако, когда у меня не получается, бросаю работу на месяц и больше, пока не вернется ко мне вдохновение. Абсолютно верный ответ. Вы абсолютные победители. Я вас поздравляю. Небольшие подарки вам. Это первый раз, когда я участвовал в викторине по чеченской литературе. Думаю, это был хороший опыт, хотя, как и сказал Хамзат, вопросы были довольно сложные. Но мне в целом понравилось. А вы справились? Игра в целом мне понравилась, так как это были вопросы на знание чеченской литературы. Знать историю своего народа – это долг каждого, я думаю. Ну, в целом мне понравилось. Вопросы были довольно сложные, но все же мы справились. Я вас поздравляю еще раз. Я надеюсь, вы сдадите успешно ЕГЭ, поступите туда, куда вы хотите. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикейл Машайл.